здесь, в Фонде культуры имени Владимира Халидовича Ворокова, впервые в истории Кабардино-Балкарской республики наша благословенная земля принимает большое количество представителей чувашского народа. Вас приветствует Кабардино-Балкария, дорогие гости! С радостью встречаем мы каждого земляка, кто приезжает из Чувашской республики. Кто-то в санаторий, кто-то подлечиться, кто-то в гости. А сегодня с доброй миссией добра, с доброй миссией установления прочных связей между нашими республиками приехали вы, наши дорогие гости. Мира вам, счастья, радости на земле Кабардино-Балкарии! Слово для приветствия предоставляется руководителю Кабардино-Балкарского фонда культуры имени Владимира Халидовича Ворокова Люазе Магомедовне Магоевой. Встречаем! Добрый день, уважаемые друзья! Нам очень приятно встречать здесь, в Кабардино-Балкарском фонде культуры имени Владимира Ворокова, представителей чувашского народа Чувашской республики. Кабардино-Балкарский фонд культуры вот уже более 35 лет работает в тесном сотрудничестве со всеми народами, которые проживают здесь, в Кабардино-Балкарии. Мы работаем над сохранением традиций, обычаев и культуры представителей разных национальностей, проживающих на этой земле. В нашем составе 12 национальных культурных центров и 5 общественных организаций, которые показывают свою культуру, традиции, обычаи. Мы отмечаем и государственные праздники, и религиозные, а также национальные праздники. Мы сегодня очень рады, что вы приехали к нам и что мы можем увидеть, услышать родную для одного из коренных народов Кабардино-Балкарии речь. Почему родную? Потому что чувашский язык относится к тюркской группе языков, сродни с балкарским, одних из коренных народов Кабардино-Балкарии. И не только это нас с вами объединяет. Нас с вами объединяет дружба народов, представителей России. Мы с вами едины, мы живем в одной большой многонациональной семье. И вот это, ваш визит, этот визит, он еще раз показывает и доказывает, что народ России единен. Мы за мир, благополучие и процветание нашей родной страны. Спасибо за приезд. Спасибо за этот теплый дом, где собираемся мы своими национальными центрами, где накрываем столы дружбы, где обмениваемся культурными, историческими знаниями друг с другом. И сегодняшняя встреча, она впервые в таком формате, впервые в такой статусности, впервые в таком величии для нас, членов Национально-культурного центра НАРСПИ. И этим мы всем вам благодарны. А всех нас объединяет наша большая Родина, наша Россия. И в ней звучат на равных правах языки всех народов. И этот мир прекрасен. Об этом поет наша замечательная землячка, наша красивая, очаровательная Марина Шириева, лауреат многочисленных творческих конкурсов. Марина Шириева! День новый, молодой, и радость входит в каждый домик твоего. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, моя земля. Бушуется над головой, бушит свадебной красой. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна.
для любви сердца людей. Земля моя, ты с каждым годом все добрее. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, моя земля. Слушается над головой души свадебной красой. Наша надеюсь, как жил, надеюсь, всегда круто качей, всегда круто качей, да наша надеюсь. Национальный культурный центр «Носки». Как вы уже убедились, самая активная, самая яркая и позитивная организация. Такая же, как и мой народ! Сегодня несколько представителей наших организаций пришли встретить вас, наш братский народ, и среди них руководитель Национального культурного центра украинского «Днепром», руководитель Эстонского национального культурного центра, представитель Дагестанского национального культурного центра, представитель Чувашского национального культурного центра и представители болгарского народа. Ура! А еще у нас представитель Национального культурного центра «Ватан». Нет, я с нами приехала, из Татарстана. Да, еще даже. Ой, у нас в нашем составе есть и грузинский, и азербайджанский, и абхазский, Турецкий, и турецкий, греческий, еврейский, национальный много. культурный центр. И Нас много. красавица Карачаево-Черкесии, наша база. Готов танец? И статус нашего мероприятия нам придал, нас уважил, нас осчастливил своим визитом сюда президент Международной Чувашской ассоциации, наш уважаемый Валерий Леонидович Клементьев. Приветствуем его! Еще громче! Мы сегодня очень рады быть у вас в гостях на Кабардино-Балкарской земле. Очень приятно. Мы здесь впервые, наверное, и притом с большой делегацией. У нас делегации с Москвы, с Саратова, конечно, с Чувашии. Чувашский национальный конгресс объединяет национально-культурные объединения, автономии по всей России. Также у нас есть представительства есть в Новой Зеландии, в Америке, в других странах. Интересная организация. На 32 года мы работаем, будет 33. Мы находимся в Чебоксарах, и в каждом регионе у нас есть представительство. Сегодня здесь очень хорошее мероприятие, разные национальные руководители. И мы гордимся тем, что здесь создали чувашский коллектив.
чувашскую организацию. Мы приехали поддержать и заявить о готовности вместе быть с вами и также другими регионами. У нас в данное время открывается культурная автономия Калининградской области. Там у нас, мы даже не знали, там оказывается 3 села чувашских. Представляете? Вот. Очень приятно. Таких моментов очень много. Мы живем, наверное, на идее. Идеи у нас очень много идейных людей, которые готовы поддержать, что сказано в уставе Чувашского национального конгресса, именно сохранение языка и культуры, а мы говорим не только сохранение, развитие. А то мы сегодня видим здесь, это разные национальности, это мы развиваем свою культуру, сохраняем, развиваем, встречаемся, как наш говорит президент, единство наша сила, единство наших народов. Действительно, здесь все просто. Да, многие не понимают этого, а оказывается все просто. Быть вместе. Быть вместе, да. И сохранить вот это уважение, культуру. Еще раз могу сказать, связь между народами, это составляет нашу страну. Мы приехали также в это время в разных регионах проходят разные мероприятия. Но мы вчера были в Беслане, вот понимаем, да, где мы были. Мы также, вся Россия, все мы скорбим. Конечно, мы не могли не поехать туда. И сейчас идет непростое время для России. Это говорит о том, что мы должны быть еще сильнее и быть вместе. Я всегда говорю и буду говорить, если мы 3 года назад выполняли какой-то объем работы, мы сейчас минимум 3 раза больше должны работать, чтобы сохранить нашу духовность, нашу силу и развивать. Вам всем большое спасибо. Спасибо Олегу Михайловичу. Алена Александровна. Люазан Магомедовна, вам большое спасибо за прием, то, что мы сегодня здесь. Я думаю, это не последняя встреча. Здесь очень приятно чувствуется такая хорошая аура. Я думаю, еще будем встречаться, и нас будет еще больше. Почетная грамота межрегиональной общественной организации Чувашский национальный конгресс. Приказом президента Чувашского национального конгресса награждается почетной грамотой Люаза Магомедовна Макоева за заслуги в сохранении и развитии организации этнокультурных ценностей чувашского народа. И мы подарим такую книгу, здесь 30 лет Чувашского национального конгрессу, здесь все регионы. И книга создана нашими работниками. Здесь очень приятно, что на русском и на чувашском языке. И популяризация этнокультурных ценностей чувашского народа награждается Алена Александровна Чернова. Сегодня у нас в гостях руководители национально-культурных центров, конкретно руководители, поэтому наградим их. Нашу замечательную Марет, эстонский национально-культурный центр. Спасибо за дружбу, Марет, спасибо. Спасибо.
Светлана Каренко. Также Дагестан, Фатима Хаджиева. Видите, замечательная наша гордая дочь. Другим руководителям мы на совещании сразу же. Спасибо огромное. Авторская картина Геннадия Козлова. У вас это чувашские леса, я думаю, там приятно. Очень приятно. Спасибо огромное. Огромное спасибо. А мы продолжаем Я нашу еще раз хочу сказать всем большое спасибо. Эта общественная работа, она очень интересная. Конечно, и дел дома много, работы много, но тем не менее ваша преданность вашей культуре вас заставляет прийти сюда и быть рядом с нами. Вас всем Спасибо огромное, Валерий Леонидович. Неоценимо сегодняшнее мероприятие, неоценимо, бесценно. Огромное спасибо. И как приятно, что есть у нас добрые, замечательные друзья. И я сегодня по поручению очень ответственной организации «Надежда России» награждаю памятной медалью нашу замечательную участницу всех творческих программ. Медалью Ломоносова награждается Марина Шириева за отличное мероприятие и большую героико-патриотическую работу с молодежью. Еще не все. Сегодня день подарков. И для вас сегодня выступают солисты государственного фольклорного этнографического ансамбля танца «Балкария». Ганиза Бачиева и заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Рамазан Шабаев. Двое суток, не смыкая глаз, ехали сюда, в Начик, в Кабардино-Балкарию, наши замечательные, добрые, милые моему сердцу земляки. Сила духа, сила воли, любовь к своему народу, любовь к тем людям, которые, повинуясь истории
стали жить в других далеких краях. 2500 километров разделяют нас с вами. Но между нами такие прочные узы дружбы, такие прочные отношения любви к своей родине, которые мы бережем и сохраняем. И наша встреча была вот сразу, как вы приехали, сразу доброй, сразу искренней, мы сразу обняли друг друга и встретились как действительно настоящие родные люди. А организовал эту встречу руководитель Союза кинематографистов Чувашской Республики Олег Михайлович Цыпленков. Встречайте! Урагон, Хаплатусем, Ударсем, Таланзем. На самом деле древние корни объединяют наши народы. Начиная с 1990 года, будучи тогда еще в комсомоле, мы стали проводить паломничество чувашской молодежи и творческой интеллигенции по памятным местам чувашского народа и Великой Болгарии. 33 года уже это проводится, вот это у нас 34-е паломничество. Почему же мы решили, приехали к Кабардино-Балкарии? Дело в том, что наши предки когда-то жили вместе в составе государства под названием Великой Золотой Болгарии. Вы это все знаете. Хан Кубрат, который организовал, он является нашим общим предком. У него было 5 сыновей, вы знаете, да? И вот он, когда почувствовал, что умирает, собрал своих сыновей, дал им метлу и сказал: попробуйте сломать, вы сильные, могучие. Каждый одиночку пытался, не мог сломать метлу. Тогда говорит: давайте разберите метлу. Метлу разобрали, он каждый пруток потихоньку своими старыми руками сломал. И сказал: видите, когда мы вместе в одном, нас никто не может сломать. А когда мы разобщены, даже такой старый, немощный человек может вас сломать поодиночке. Будьте вместе, вот его заявили. Но дети мы всегда, только потом, как же были правы наши родители. Дети разошлись. Один из сыновей хана Спарух ушел на Дунай, там организовал Дунайскую Болгарию. Другой его брат ушел и на территории нынешней Македонии, другое государство. Хан Катрак поднялся вверх по Волге и образовал Волжскую Болгарию, чьим потомком являются чуваши и татары, наши добрые соседи. А старший сын остался здесь, и вот как раз карачаи, балкары, кубыки являются их потомками. Мы вот единый народ, мы поэтому приехали сюда, для того, чтобы почтить память наших предков. Мы зарезали барана, чтобы накормить их, потому что они жили по своим обычаям и традициям, их надо кормить. Поставили памятный столб, для того, чтобы люди знали, что здесь когда-то жили болгары. Мы там написали болгар, значит Балкар, с одной стороны, с другой стороны Савар, так как в составе болгарского царства было Суварское княжество, чьими потомками мы тоже являемся. Нас тут носят на руках. Мне когда выходили, сказали: найдите нам, пожалуйста, место, где мы могли бы установить палатки, потому что мы всегда в палатках выезжаем. Мы сами арендуем автобус каждый раз, скидываемся, берем необходимые вещи: барана, котлы, палатки. И нам нужно стараться не отягощать местных наших друзей. Мы сказали: нам нужно найти место, где мы могли поставить палатки, и чтобы нам за это никто, как говорится, не ругал. А нам бесплатно предоставили целый пионерский лагерь. Утром мы его уходим, запираем, вечером приходим, открываем, еще раз едем, мы там хозяин. Большое спасибо, конечно, Алене Александровне за это. Также всем вам, руководству республики, Министерству национальной политики, потому что они курируют. Если бы они сказали ай-яй-яй, конечно, ничего этого бы не было.
естественно, только с их помощью мы могли это проводить. Мы очень рады, потому что наконец-то мы вместе и радуемся. Тем более Кайсым Кулиев, великий сын балкарского народа, величайший поэт, в годы войны, когда, будучи раненым, он лечился у нас в Чебоксарах, и мы чтим его память, и в день его дня рождения проводим мероприятие, а в юбилейный дат уже грандиозный мероприятие. Я очень рад тут видеть всех вас, но особенно Фатиму и Танзилю, потому что мы с ними познакомились в рамках, есть такая организация, Международное объединение тюркской молодежи. Объединяет тюркскую молодежь всего мира. Мы в Турции познакомились. Я где куда только не перехожу, слышу, если Балкар, Карачай, я бегу. Я ваш брат. Да, мы знаем, что Чувашия это наши братья. Большое спасибо, что вы посетили. И сегодня, надеюсь, что и в дальнейшем вы к нам приедете. Кстати, да, все вместе будем вас ждать. Ну и подарки. Так, второе, значит, я Алену хочу благодарить. Ну вот мы такие выпила, значит, у нас памятные выпила. Каждый, кто принимает участие, получает звание хаджи по-мусульмански. Да? Если человек совершает хадж, выполняет свой главный духовный долг, значит, он получает такое почетное звание хаджи. Мы тоже паломничество совершаем. Это по-чувашски чун-жюрем. Чун-джан – это душа. Жюрем мы ходим друг к другу. Души всегда вместе. И тот человек, который принимает участие, получает почетное звание, аналогично хаджи. Это чундаш. И вот тут у нас вымпел, тут маршрут, и написано Тал-Таваттур. Выражаем благодарность за оказанную помощь. Вот такой. О, сейчас, волнуюсь, извините. Красивые женщины всегда волнуют меня. Не знаю, когда составишь. Значит, это для сотового телефона. Я думаю, это нас не будет украшать, да? Да, спасибо. Женщины любят сладости, чувашские конфеты. И там еще есть бальзам чувашский, это к чаю чуть-чуть. И книги, значит, нашего чундаша Николая Фамилякова «Хронология истории чувашского народа». На самом деле. Большое спасибо. Если бы не твоя энергия и твой авторитет, то мы бы, конечно, плакали и все равно бы проверили. Да. Но вот так шикарно, конечно, вряд ли это получилось. Спасибо тебе большое. Книги это... Не тебе, это нам, да, это центр остальных. Да, спасибо огромное. Значит, и кепку. Не девочки. Да. И еще я Фатиму Танзанию. Господи. Танзилю хочу это самое, на память подарок. Как она танцевала на Босфоре. У меня была моя племянница. Вот когда они стали рядом, как близняшки, да? Скажи. Спасибо. А, да, и вам еще это тоже. Вот, извините, От души, молодец. у нас эстонцы, белорусы, Дагестан. Всем вас поздравляю. Вкусного вам хлеба, чистой вам воды и никакой беды. Дорогие друзья, я не могу так отпустить наших замечательных артистов в национальных костюмах болгарских. Разрешите, кто у нас в костюмах, выйдите, пожалуйста, мы сделаем такую фотографию в национальных костюмах, девочки. Хорошо, 3 секундочки. Красными рисунками, и нас, чуваш, не спутать ни с кем. Поставь хоть с каким народом рядом, сразу мы определим, что это наши земляки. Дорогие друзья, а какие у нас песни, а какие у нас музыкальные инструменты, а какие у нас замечательные мелодии. Дорогие друзья, мастер
золотые руки, сам изготавливающий народные инструменты, Николай Фомеряков сегодня познакомит вас со своим удивительным народным творчеством. Встречайте. Спасибо. У нас сегодня очень большой праздник. Как и другие народы, чуваши на своих праздниках играли в древности на своих древних старинных музыкальных инструментах, которые, секреты изготовления которых получали у других народов. И в течение всей своей долгой истории, когда кочевали там от междуречия Тигра и Ефрата на Алтай, на Кавказ, вот сюда, вот, потом организовали Волжскую Булгарию, и в течение всей своих долгих лет делились с другими народами не только музыкальными инструментами, конечно, но в частности, да, и ими тоже. И вот хочется сейчас показать те инструменты древние, которые я пытаюсь изготовить по старинным технологиям, так как в старину много тысяч лет назад изготавливали. А кто же изготавливал их? Я долго играть не буду, я могу даже раньше, поэтому коротко о некоторых музыкальных инструментах. Эти инструменты пастухи в течение дня срывали травы, которые уже как труд, и начинали играть вот таким образом, по-простому. Играть 5000.
побольше. Спасибо, Николай, спасибо огромное. Лариса Воронова. Образованной в 21 году в Кабардино-Балкарии, я не могу не сказать вам об одной удивительной женщине. Она у нас старшая, она главная, и мы все свои дела и поступки сначала обсуждаем с ней и равняемся на нее. Дитя войны, оказавшаяся, родившаяся в годы Великой Отечественной войны в Чебоксарах, Лариса Ивановна Мизина, дочка красавца Чувашина, оказалась волей судьбы здесь, в Кабардино-Балкарии, и сегодня обращается к своим землякам с добрыми словами приветствия. Ларисочка. Я так рада, что к нам приехали наши земляки. Мы давно уже здесь живем, уже 50 лет живем здесь, в Нальчике, но мы всегда помним о своей родине, особенно с помощью нашей Аленушки, потому что она нам не дает забыть про нашу родину. Поэтому мы очень рады, что вы приехали. Мы так гордимся, что мы можем принимать здесь, у себя, можно уже сказать, своих земляков. Мы очень рады вам. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо, Лариса Ивановна. Какой народ без песен, какой народ без мелодий, какой народ без стихов. А сегодня у нас здесь в гостях наша красавица, наша умница, народная поэтесса Раиса Сараби. Встречайте! Я сегодня очень счастлива, наверное, самая счастливейшая женщина на всем белом свете. Мне повезло, я нахожусь на таком шикарнейшем празднике, празднике дружбы наших народов. Сколько прекрасных людей русские, азербайджанцы, эстонские. Похвастаюсь мне на азербайджанский, на эстонский, отдельными книгами ему впустили. Вообще, на всех я напечатан. Я уже более 50 книг. Первый раз я была здесь на столетии Касимы Кулиева.
Результат целая огромная ария стихов. В Балкарии моя духовная ария, часть стихов я сегодня читала родственникам Хасина Кулиева, подарила книгу, чтобы все посмотрели, вам тоже я подарю, но это попозже. Из этой книги сейчас следует стихов. Очень много стихов. Мне хочется прочитать и о родине, о дружбе народов, много-много-много стихов. Но здесь столько талантливых артистов, поэтов. Я не хочу, чтобы меня осуждали, что большое время Раиса Сарби здесь заняла. Это расхвасталось. Я просто прочитаю одно самое из любимых стихотворений. Хотя я знаю наизусть, но я волнуюсь, поэтому шпаргалку возьму в руки. Чувашия. С приглашением всех к нам на Волгу, Чебоксары, столицу Чувашии. Чувашия, не назову ни часа, ни мгновения, когда огнем меня вселилась ты. Я знаю, все в тебе, и откровенья, и нежность, и надежды, и мечты. Смогу ли о тебе сказать хоть слово? Ты вся, как хлеб, как поле хлебная, щедра. В твоих движениях снова, снова, снова горячей крови слышится игра. Мир без тебя не был бы слишком тесен. Пою простор любимой стороны. Чувашия, о край 100 тысяч песен. Не зря в тебя поэты влюблены. Я трогаю листы прибрежной ивы, ловлю губами в роднике зарю. Смеется ты, и я смеюсь счастливо, на ленту Волги радостно смотрю. Не назову ни часа, ни мгновенья, когда огонь твой ощутила я. Я без тебя, как путница без зрения. Ты жизнь моя, тревога, озаренье. Ты родина, любимая моя. Браво! А может не только Троица, может Щедница, может 10 раз приеду. Я полюбила Болгарию. А сейчас хочу вручить стихи мои, книги в подарок. Вот эти стихи отмечены, я хотела читать, но сами прочитайте. Эти стихи я сама на русском языке написала, и там проза есть. Спасибо огромное! И на чувашском языке за 60 лет мои страдания по любви. Последний, может, я что напишу? Обязательно! Страдания жажды любви, книга на русском языке, а это эксклюзив. Это душа нашего общества, движения Чунжуле. Первая книга, я здесь так и написала. Спасибо, родные. Прямой перевод чувашского. Это прекрасные, удивительные встречи чундашей в Болгарии будут отражены в второй книге Чундашей, Чундашсем, Чунжулевре. Так что мы едем сюда. Да, хотел прийти наш поэт, писатель Арамишин. Он в комсомоле писателями водился, Ерзей Юлере, и это стал писателем. Остальные это... Ага. И еще самое, как говорится, то, что хотела я вручить торжественно на людях, эта книжка вышла в течение одной недели таким порывом огромным. Муталипом Бепаевым ты знакома, да. Я думаю, она эта дружба ваша приведет к тому, что ты станешь, я уже ты говорю, намного моложе, и чуваши не говорят вы. Это великое уважение относиться вот так. Обязательно сам будет рекомендовать Союз писателей. Это первую рекомендацию я тебе дам. Это книга «Бзер».
Обложку я использовала картину моей дочери Лемби Бородкиной. Я с ним познакомилась, когда приехала на столетие Кабардино-Балкарию, на столетие Кайсына Кулиева. Вот, все, даже московские поэты и писатели жили вдвоем, троем, а я одна как царица жила. И везде хорошо нас встречали, уважали, никто меня не украл, очень хорошо меня охраняли. Я перевела стихи, но не могла издать. Но перед выпуском Бог видит мои страдания, спонсора определил. И как здорово, что этот спонсор находится среди нас, наш Ульдияр Олег Цыпленков. Как только я сказала, мне говорю, типографии, книжка лежит столько лет. Хотелось бы подарить балкарцам и поддержать нашу общину, что благодаря им мы эту книжку издали, и чтобы эта книжка помогла провести еще сильнее мост дружбы между нашими народами. Там целая куча книг, это все вам передадим. И я что хочу сказать, здесь в предисловии я описываю на чувашском языке, как мы с ним подружились, познакомились, и пишу о том, что в Балкарии есть группа чувашей, объединенных в один кулак, и они работают во имя дружбы, и руководит ими наша прекрасная, здесь прямо написано. А вот не веришь, сама читаю. Кто понимает чувашский язык, и Бепаеву Обязательно, Раиса, спасибо, спасибо. Ладно. Раиса Зарби, аплодисменты. Девчушеньки, творчество. И когда вы заходили сюда, в этот фонд культуры, вы увидели прекрасную выставку картин замечательных студентов, студенты Чебоксарского художественного училища, которые в этом году отмечают свое 90-летие. Давайте поаплодируем. Леонида Анатольевна Герасимова представила нам замечательную выставку. Аплодисменты. Спасибо вам огромное. Нина и Сергей представили нам свое удивительное творчество. Там и куклы, и изделия, керамика. Дерево сегодня здесь. Спасибо вам огромное, дорогие земляки, за это. Руководителю, скажите, что о нем говорили сегодня. И еще подарок, еще один творческий подарок. Дипломат фестиваля «Серебряный голос». Наша очаровательная Пенерби Панкратова. Встречайте ее добрыми-добрыми аплодисментами. Я знаю.
гостеприимного кабардинского народа вас приветствует и радуется вашему присутствию здесь Амина Курашинова. Наверное, и другие кабардинцы есть. Есть. Ну, так как я самая старшая, хочу сказать, я родилась в Советском Союзе, поэтому дружба народов для меня очень дорого. Вы знаете, у нас, те, которые жили в Советском Союзе, все знают, что не было у нас такого, что кто-то русский, кто-то еще, такого не было раньше. Мы жили одной страной. Потом как-то получилось, что стали отделяться друг от друга. Но, слава Богу, теперь даже молодежь старается объединиться. Это большого стоит, я так думаю. Ну что, если вам понравилось у нас в Болгарии, мы очень счастливы. Я от имени, если я скажу от имени всего кабардинского народа, что мы очень рады вашему приезду, я, наверное, не совру. Это точно. Потому что мы гостеприимные, очень любим народ. У нас, сами видите, сколько национальностей у нас в Нальчике, только одно, не говоря уже, и смешанных браков сколько. Мы хотим и живем, слава Богу, дружно. Это очень радует. И если будет какая-то делегация от нас к вам, это тоже хорошо. Пусть будет. Особенно детям, молодежи, это не помешает. Они только будут этому радоваться, они будут знать, кто есть кто и зачем мы это делаем, старшее поколение. Так что я очень счастлива, что вам понравилось. Вот в ваших выступлениях я слышу, что вам у нас понравилось. Очень. Это большого стоит. И поэтому здоровья. Дай Бог, чтобы ваш народ только процветал. И так, вот вам, молодые люди, хочу пожелать здоровья, чтобы вы могли и дальше нести вот это хорошее, что вы для своего народа делаете, чтобы вы могли ездить не только к нам на Балкане, а везде, где вы бы пожелали, где вы только пожелали. И я очень рада, что я родилась в многонациональной стране. Это я даже сегодня так обрадовалась, вы даже не представляете, что есть такое мероприятие. Я хочу, чтобы унесли только радость из нашей республики. Приезжайте почаще, мы вам очень рады. Дарим вам наш шарфик с нашим гербом, с нашим символом. Тоже вам. С удовольствием. Хотя я старенькая, я очень люблю.
Недаром говорит мой сын, министр по делам национальности. О, передайте ему благодарность. Мы ее к себе постоянно берем, правда, в диаспору нашу чувашскую. Спасибо, Милана. Я все национальности люблю. Все. У меня бабушка балкарка. Национальности тут такое дело. Правильно. И тем более мой сын этим занимается. Да. Я очень рада, что какую-то лепту внес тоже в ваше присутствие. Да, мы ему благодарны очень. Не только ваш сын, все, кто прикасается вот с нашим национальным вопросом, получает от чуваш искреннее чувство благодарности и искреннее чувство поддержки. Сегодня Марина Шириева пела вам свои любимые песни, а ее сын, кинорежиссер Олег Хамоков, создал удивительные фильмы. И один из них, «Узлы», был представлен на международном кинофестивале в Чебоксарах и завоевал гран-при. Аплодисменты! Вот так чуваши ценят таланты. Дорогие друзья, с особым радушием, с особым гостеприимством приветствует вас на земле Кабардино-Балкарии наш балкарский народ. Я предоставляю слово поэту, писателю, журналисту Кайсе Османову. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Кайса Османов. Кто записывает, все журналисты. Hoş geldiniz, hürmetli. Добро пожаловать, уважаемые наши братья чуваши. Мы знаем, кто вы, когда, откуда вы уехали, как создавали вашу страну, Чувашию. Вот сейчас говорили о Буратхане, который его один сын остался здесь, Батбай, и мы оттуда и произошли. И Чуваши тоже знаем, всем остальных тоже. Хотел бы сказать большое спасибо организаторам вот этой великолепной встречи, вот этого праздника. Я здесь не первый раз, я всегда вижу, и кто сюда приезжает, всегда у них радостные такие, приятные лица. Наверное, это от вашими лица. От Юаза Магомедовна, да, хозяйка? Чувашами и горцами не стали, хоть жизнь мы на Кавказе провели. Всю жизнь мы о Чувашии мечтали. И всем твердили, что чуваши мы. Не только красивая, не только умная, не только замечательная, она еще такая щедрая, такая добрая. И сегодня подарки приготовила нашим семье. Да? Если умеете читать на чувашском, недавно перевели на чувашский, кто может читать? Пришлете нам, да? Да, а если умеете... Книг. Поэтому я с удовольствием, это бесценный дар, который у нас также находится медиатека телекомпании Нотерначи, которая в течение 25 лет освещала жизнь республики. И поэтому я с удовольствием вручаю вам вот эти книги «Лица кавказской национальности». Здорово! Здорово! Поэтому... Одна из любимых книг Владимира Халидовича, когда он всегда говорил, когда я его спрашивала, это «Амышев Ау» и «Молитва о Родине». Спасибо. Кто сегодня приехал, кто доставил нам такое большое удовольствие. Мы с удовольствием, большой, огромной радостью слушали песни, смотрели и любовались вашими костюмами, и мы вас ждем в гости еще и еще. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще не все. Аплодисменты от присутствующих. И благодарны за то, что все эти 4 года он курирует нашу организацию. Благодаря ему я была приглашена к вам, Валерий Леонидович, на конгресс. Благодаря ему мы здесь получили крылья и сейчас уже работаем самостоятельно. И еще один человек, удивительная женщина, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель комитета
по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Александровна Станина, руководитель женского движения, которым я состою и руковожу в Кабардино-Балкарии, приготовила подарки каждому гостю. Хочу подняться представителей чувашской делегации. Это наш журнал «Надежда России» и небольшой скромный подарок на память о нашей сегодняшней встрече. Всем, кто приехал сюда, нам... Сейчас, дорогая моя, сейчас. Давайте, девчата, помогайте, девочка, помогайте. Нет, мы сами. Хорошо. А наша... Пенерби подарит нам еще одну песню, пока вручаются эти подарки под наши... Алена Малеская. YouTube канал. Дорогие друзья, сегодня состоялась удивительная встреча. Брат Валерий Ильич, идемте. Да. Вместе. Нас снимает. Состоялась удивительная встреча. Благодаря вам, благодаря той огромной миссии, которую вы выполняете на этой планете Земля. Под наши звонкие песни, на наши замечательные хороводы. И кто побывал хоть раз на нашем чувашском празднике, тот никогда не забудет этих белоснежных лебедей в хороводе, в нашей ручейке вереницы. Это просто чудесный народ, который живет под мирным небом и желает всем нам мира, счастья, добра и радости, нашим защитникам Родины силы духа, силы мощи нашей воинской доблести и скорой победы над врагом за мир, за